Предлагается в норму в статье 15. Каждый имеет право на жизнь. Воспроизвести более четко. Право на жизнь является абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека. Эта норма подчеркивает, что право на жизнь базовое и врожденное, неотъемлемое. Оно принадлежит человеку с момента его рождения. И как человеку, не потому что его дает государство, и не может быть произвольно отменено и ограничено. Такая формулировка усиливает защиту личности, дает для государства главный ориентир – защищать жизнь и предотвращать ее незаконное лишение. Об этом также на первом заседании говорил член Конституционной комиссии Артур Ластаев. Им было предложено абсолютизировать право на жизнь. Вот такая вот формулировка предлагается. Далее, в следующей статье также важные правозащитные механизмы. Статья сформулирована шире, сильнее и не только подтверждает право на свободу, но и прямо закрепляет личную неприкосновенность, то есть защиту человека от произвольного задержания, насилия, незаконного обыска, принуждения и иных вмешательств. Слово «гарантируется» подчеркивает обязанность государства реально обеспечить эту защиту, а не просто провозглашать принцип. Также здесь в пункте 2 меняется порог задержания без суда, то есть без судебного решения не более 48 часов, а до 72 часов только в исключительных случаях, прямо установленных законом. Новый пункт 3. Обязательное разъяснение прав в момент задержания. Прямо вводится конституционная гарантия. В момент задержания человеку должны быть разъяснены должны разъяснить основания ограничения свободы и его права. В следующей статье предлагаются также важные конституционно-правовые механизмы. Они сейчас упомянуты в статье 77, также в разделе «Суды и правосудие». Их содержание в целом не меняется. Меняется статус, расположение, принципы становятся опорными правами человека на конституционном уровне, а не только элементами судебного раздела. Далее также предлагается изменение. Предлагается уточнить норму Конституции так, чтобы она прямо защищала не только достоинство человека, но и его честь, то есть доброе имя, общественную репутацию. Добавление слов «охраняются законом» делает смысл этой нормы более практичным. Это не просто принцип, а уже обязанность государства обеспечить понятные правила и эффективную защиту человека, человеческого достоинства и чести. В статье 18 предлагается уточнить статью, дополнить конституционное право на неприкосновенность частной жизни и личную семейную тайну, прямой защитой персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий. Это также закрепляет обязанность государства обеспечить понятные правила обращения с данными и ответственность за их злоупотребление и утечку. Поправка отражает современные риски цифровой среды и усиливает практическую защищенность граждан. Об этом говорил член Конституционной комиссии Жакоп Асанов.